Мои дорогие, доброе утро, Ирдик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, 3-4 дня у нас была такая шикарная погода, солнышко. Вчера вообще было градусов 15 тепла, но сегодня уже с утра моросня, даже чуть-чуть видно, что снежочек есть такой мокрый. Ну, что поделать, и так хорошо погода стояла. И вот какая у меня тут радость. Вчера была двойная, даже можно сказать. Спахали мне огород. Я переживаю, когда под зиму не могу его вспахать. Просто обычно говорят, что если под зиму не вспахать, то теряется 30% урожайности. Но это было по картофелю, а так я не знаю. Но по-любому, конечно, лучше бывает, когда под зиму вспахать, потому что все эти снег и дождь, и все насыщается это все. И мягче становится земля. Поэтому вот так вот. И привезли мне вчера вот эти вот 10 рулонов тюков из стебля кукурузы сделанных. Правда, не успели мы вовремя их собрать в кучу. Обещал тракторист приехать и распаковать их. Просто не было в этом тракторе куна, как говорится. Просто они их выкатили. Теперь не знаю, уже они, по идее, и дождь на них пошел. Не знаю, вряд ли их можно уже друг на друга ставить. В принципе, они тут и не мешают. Но не знаю, это будут решать мальчики, по идее. Вот так вот подоила корову сейчас только. И решила выйти с вами на связь. 2 дня ничего не снимала. Не знаю, что-то вот затормозилось у меня. Может быть, сегодня что-нибудь вам сниму. Раз я здесь, на заднем дворе, покажу вам Марту. Вот моя Марточка выросла уже, мордочка наглая. Выросла моя Марточка. Марта. Вот такая наша Марта. Вот, будущая моя кормилица, тоже как и моя коровушка. Да, Маняшка? Вот. Недовольная моя Маня, что ее сегодня не дали ей выйти. Оставила я их. Не хочу выгонять сегодня, подоила уже. Ну все, Маня, ты мам золотой, человек, абу, Манечка, и Мишка, и ты хороший, черный, хороший, человечек маленький. Вот так вот, друзья. Корову я даю уже только 1 раз в день. Потому что уже, скоро, наверное, не скоро, еще месяц с лишним я буду ее доить, а потом уже оставлю, запуск пущу ее. Вот так вот, друзья. Что ты хочешь? Тебя покормили уже, и сыворотку тебе дали, и корм тебе дали, все тебе дали, все тебе не имется. Дядя мой золотой, ты мой золотой. Вот так вот, друзья. Все. Хозяйство. Куры тоже уже накормлены. Все сделано по хозяйству. Будем теперь заниматься уже домом. Мои дорогие, доброе утро. Ирдик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, я здороваюсь в ролике 2-й раз, потому что на заднем дворе снимала вчера. Немножко с вами поговорю, хоть и говорите некоторые, что много разговариваешь, но я повторюсь, я открыла канал и для общения тоже, не только чтобы там показывать и учить. Не то, что я вообще не думала, что кого-то чему-то могу учить. Признаюсь честно, я никогда в жизни не думала, что я открываю канал, чтобы кого-то учить. Но так получилось. Все-таки кто-то у меня учится, говорит, что многому чему научились. Я этому очень рада. Большое вам спасибо, что вы так и пишете. И, в принципе, еще раз тоже хочу сказать огромное спасибо всем моим подписчикам. Я вам благодарна. Читая ваши комментарии, действительно, мне бывает очень приятно. И, немножко объясню, меня уже нет 3-й день в эфире, уже мне некоторые начали писать, почему вас нет. Кто со мной уже в банде Ютуба знают, что и как. Банда Ютуба — это у нас
как такая группа общения моих подписчиков со мной. Они общаются между собой, они общаются со мной. Девчонки, некоторые женщины изъявили такое желание, чтобы я открыла группу в WhatsApp, и мы общаемся. Поэтому они, в принципе, практически все знают, что и как, что у меня происходит, потому что мы почти целый день бываем на связи. Ну вот вчера отсняла, думала, нет, вот сегодня буду снимать, потому что чем больше я не снимаю, наверное, и все блогеры также, мне кажется, снимать уже как-то бывает, ну, отходишь от этого дела. Вот как обычно бывает, мы работаем, на работу ходим несколько дней выходных или там какие-то праздничные дни, и потом никак не можешь снова войти в русло. То же самое происходит лично со мной так. Несколько дней не снимала, и я как-то не могу взять эту камеру и начинать сначала снимать. И поэтому вчера думаю, нет, все, сегодня я начну, сниму, как-то сняла на заднем дворе, зашла, что-то мне то ли позвонили, то ли сообщение пришло, и я ничего не стала снимать. Практически целый день просидела в телефоне, на общении, и с девчонками, своими, с бандой, как бы можно сказать, и с другими, и, в принципе, ничего вчера не делала. Мальчиков нет дома, я с мамой была вчера одна. Маму в обед покормила супчиком, но заказала, правда, 2 порции ролла, она не стала их есть, мне захотелось роллы, поела роллы, девчонки, друзья, ничего не делала вчера, ну вот действительно, ни по ютубу, ни по дому, ничего, у меня был вчера выходной, как бы сказать, ну а к вечеру, конечно, приготовила тоже незамысловатый ужин, отварила картошку с селедочкой, поели и все. В принципе, ничего такого не было. Но сегодня уже второй выходной я себе просто не могу позволить, по-любому. И для этого, друзья, хочу сегодня быстренько, пока еще мальчики мои спят, сделать блины. Давно блинов не делала. У меня как раз сметанка. Вчера только пропустила молоко. Мои любят блины с сметаной, старшие со сметаной, а Ибрагим, конечно, или с вареньем, или со сгущенкой. Ну, сгущенки у нас нет, варенье есть. Любит с малиновым или с клубничным. И то, и другое у нас есть. Поэтому вот как-то так, друзья. И мне только что позвонила дочка, сказала, что привезет малышей на несколько часов. Часа на 2-3, наверное, пока поедут и приедут. Ей нужно поехать на похороны. Ну, она спрашивает, мама, что мне делать, на похороны не поехать тоже не могу. Как многие наши подписчики общие знают, что у Мадины пришел тест положительный. Но это уже давно, ролик она выпускала только позавчера, но и на тест давала давно, и лечиться начала уже давно, 10 дней прошло уже. Врач вроде бы сказала, что она уже не опасна как бы для окружающих, что в принципе ничего страшного. Я говорю, ну одень тогда 2 маски сразу, не заходи в дом, поезжай, сделай соболезнования и приезжай. К сожалению, конечно, умерла мама ее, ну, соснушница, будем так говорить. Хотя я всегда говорила всю жизнь сношенница, но мне говорят, что это неправильно. Ее маму, конечно, я не видела, не знаю, но девочку Мадинину соснушница пусть будет, очень хорошая девочка, ровесница моей Мадины. Очень жалко, конечно, я приношу тоже ей свои соболезнования. Ну, жизнь такая, конечно, действительно, я не знаю, эта смерть прямо вот ходит везде рядом с нами. Раньше такого, вы сами знаете, не было. Ну вот, короче, как-то так. И поэтому сейчас я быстро сделаю завтрак, но уже надо будет к обеду сразу потихонечку делать, готовить что-то. А это так, по ходу посмотрим. Сейчас быстро сделаю блинчики. Ну, давайте, я давно не делала блинчики на канале. Сделаем их с вами. А то, если я сейчас тоже не буду снимать, то и сегодняшний день у меня будет без съемок. Ну вот, как-то так, друзья. Так, друзья, значит, будем готовить блины. Блины я готовлю обычно на сыворотке и на молоке. У меня, как я еще раньше говорила,
несутся гуси. Куры тоже начали снести, но не так. Ну вот несутся гуси, а зимой мне это яйцо не нужно. Я не собираюсь, поэтому я буду как бы... Ой, яйцо у меня помыто, имейте в виду. На гусиных яйцах, короче говоря, сделаю сегодня блины. Оно немножко, конечно, не такое, как куриное, но оно очень жирное. Поэтому я добавила 2 яйца. Оно как бы получается, скорее всего, 3 или 4 куриных. Вот немножко сбью. Так, у меня тут пол-литра кефира и пол-литра молока и пол-литра сыворотки. Я всегда так готовлю, друзья, никакой воды, ничего я не добавляю. Так, теперь добавим, я много не добавляю, столовую ложку сахара. Мы не любим сладкие блины, как бы, как я уже повторюсь, как только Ибрагим. Так, посолю. Ну, соль на глаз. Ну, скорее всего, там чайная ложечка. Так. Не подготовила все. Ну, где-то неполная ложка чайная соды. И немного растительного масла, тоже так на глаз. И все. Теперь будем просеивать сюда муку. Сковородку я уже поставила разогревать, чтобы было быстрее. Потому что всем троим. Двоим нужно на работу, Ибрагиму надо на учебу. Блины умеют готовить, по-моему, все. Так, сейчас я немножко. Ну вот, тесто готово. Посмотрите. Это мы еще посмотрим. Первый блин сделаем. Сковорода разогрелась. Я первые несколько блинов смажу маслом, потому что сковорода у меня новая. Как бы блинница новая. И я в ней не уверена. Так, ждем. Ну, там больше не нужно никакой муки. Все нормально. Так, ну вот, друзья, блин наш готов. Вот такой вот симпатичный блин с дырочками. Ну, еще одно смажу, а потом уже следующее попробую без смазки.
все, остальные я испеку без вас. Так, ну все, друзья, последний блин. О! Вот такая стопка блинов на завтрак. Они вот такие вот, тут, по-моему, видно, тонюсенькие, видите? Ажурные, тонюсенькие. Ой, тоненькие. Это, правда, не полный блин такой, но все равно, смотрите, какой. Нежный, тонкий. Все. Теперь можно и на завтрак звать. Ну вот, друзья, наш завтрак готов. Ажурные блины со свежей домашней сметанкой и с малиновым вареньем. Готовьте. Может быть, кто-то, как и я, давно не делал, не пек блины. А я напомнила, что пора уже печь блины и угощать своих родных. Ибрагим зашел и говорит: ой, блины, как хорошо. Вот так вот, друзья. Всех благ вам. Ну а дальше будем готовить, наверное, уже к обеду что-то. Ну, продолжим наш сегодняшний день, друзья. Я еще с утра сварила вот эти вот мои куриные, как они, ребрышки, наверное, да, вертолетики вот эти вот, просто для бульона. Хотела, если честно, сварить гороховый суп сегодня на бульончике. Но так как вы сами поняли, что у меня сегодня детишки, гороховый суп, я не знаю, можно ли Мухаммеду. Дело в том, что он не ест никакие каши. Он ест только вот супы и что-то такое. А ни кашу такую, как бы густую, ни кашу с бутылочки, никакую смесь он не ест. Поэтому я решила все-таки гороховый суп сегодня подождет. Я сварю просто, наверное, скорее всего, даже рисовый. На бульончике. Оттуда мясо немножко. Там есть немножко мяса. Немного, конечно, но есть. Вот. Будем варить мясо. Ишка у меня тут мультики смотрит. Маша и медведь. Да, Иська? А Мухаммед у нас с бабушкой, с прабабушкой, вернее. Вот. Убрала посуду, прибрала. Сейчас быстренько отварю им супчика, накормлю. Ну, Мадина тоже, скорее всего, недолго задержится. Она приедет. Но все равно покормлю малыша, уложу спать. Так, ну что, учить, конечно, этому супу некого, наверное, но я буду показывать, что я делаю, потому что, друзья, я давно с вами не на связи. Уже девочки мне пишут, почему ничего не снимаешь. Так, значит, зажарку я буду делать на топленом масле. Поставила баночку в холодильник, она уже чуть-чуть замерзла. Топленое масло у меня свое, как вы знаете. Хотя в этом году, в принципе, очень мало. Мне еще сейчас, сегодня, наверное, сделаю тоже. Немножко осталась сметана, которую мы не поели. Из него тоже перетоплю масло сегодня. Вот так вот понемножечку по литровой баночке делаю. Накопила, наверное, литра 3, не больше. А то обычно у меня и 20, и 30 литров бывало, как я говорила. Но в этом году так. Не знаю, посмотрим, что будет в следующем году. Может быть, получится у нас купить корову. Ну, как Всевышний даст. Все, сразу морковку и лучок вместе потушу, прожарю. И будет такой легкий супчик для детей, для нас. В принципе, к ужину что-нибудь еще сделаю на второе. И мальчикам заодно тоже с работы придут. Ибрагим
Он сейчас попозже приходит. Обычно уже в 2 часа бывал дома, а сейчас где-то к 3-4 только приходит домой. Но у Ибрагима в колледже есть как бы столовая, они там кушают. И если я не ошибаюсь, по-моему, бесплатная. Точно не знаю. Как-то даже не спрашивала его, она бесплатная или платная. Так, теперь добавлю немножко болгарского перца. Для аромата, для вкуса немножко. Вас пошатнула. Так, опять пошатнула. Так, 30-го должен прийти мой микрофон, уже появился он. По-моему, на Озоне заказал мне сын. Так что немножечко потерпеть, и у нас будет хороший звук как бы. А то я забываю, что микрофон плохой, и тихо говорю, мне некоторые жалуются, что плохо слышно. Ну, просто, скорее всего, плохо слышно тем, кто смотрит с ноутбуков. С телевизоров, с ноутбуков, наверное, для них плохо слышно. Но по-любому. Скоро будет микрофон. Так, ну видите, уже время обеда. Обеденного намаза. Азан уже звучит. Так, ну а теперь я промыла рис и стакан риса сюда добавлю. Здесь у меня, я вам скажу, где-то литров 5, наверное, супа. Ну, жидкости. Добавлю стакан риса. Ну, я всегда это делаю на глаз. Не могу сказать, что как. Пропорции, особенно этих супов обычных домашних. Так, зажарка у нас уже готова. Ну, мы чуть-чуть подождем. Я ее уже выключила. Добавим зажарку, и супчик наш простой готов. Девочки, я просто включила азан, потому что некоторым нравится, поэтому я небольшой момент азана включила для тех, кому нравится. Если что, вы уж извините. Так, ну все, друзья, на этой стадии уже нужно положить зажарочку. И наш супчик почти готов. Сейчас немножечко рис сварится. Картофель вроде бы уже сварился. Я покупала иранскую картошку и покупала астраханскую. Вы знаете, первое время еще как-то не так, но вот постояла немножко астраханская картошка. Она такая безвкусная. Вот сейчас ее сварила, вчера варила с селедочкой. Ну вот и запах какой-то не тот, и вкус какой-то. А вот иранская, она прям вот и разваривается, и вкусная такая получается. Так что хорошо, хоть я мешок только этой астраханской купила. Даже пюре сделаешь, вот чтобы вареники сделать, и то, я не знаю, какой-то вот привкус этого картофеля какой-то не тот. Вот немножко поварится, и практически наш обед готов. Так, друзья, между тем я приготовлю быстренький салатик, который вчера я увидела рецепт. Свекла еще со вчерашнего дня у меня отварена, но я ее не стала вчера готовить, как я вам сказала, немножко разленилась. Так, значит, здесь, ну, у меня вот 5 таких средних свеколок. Сейчас я, короче, кубиком нарежу свеклу и покажу, может быть, кому-нибудь будет интересно. Дело в том, что я часто готовлю именно разные свекольные салаты для мамы. Сами знаете, что пожилым людям свекла полезна.
Да, в принципе, и не пожилым тоже. Так, друзья, значит, я свеклу нарезала кубиком. Ну, кубиком, потому что у меня тут будет кукуруза, ну и поэтому как-то лучше кубиком. У меня сломалась моя овощерезка дорогая, придется покупать заново. Но уже эту, наверное, я вряд ли буду покупать, не знаю, посмотрим. Короче говоря, ну как смогла, так и нарезала. Теперь, так, нарежу лук вот такой вот сиреневый, как он, красный называется же обычно. Вот, ну тоже мелким кубиком нарежу и добавлю. Если кто-то хочет, может немножко в уксусе его вымочить. Но я не хочу. Во-первых, у меня сейчас нет времени долго этим заниматься. Аишка побежала к Мухаммеду, к бабушке, вернее, к прабабушке уже. Так. Наверное, еще к чаю пирожки сделаю. Мадина любит пирожки, но не знаю, будет ли она обедать или как. Вот так вот добавили. Сейчас добавим горошек. Просто я вчера, как сказала, смотрела в ютубе, свекла есть, горошек, говорю, кукурузу. Кукуруза есть, быстренько сделаю. Обычно я делаю как бы мариную и еще с дижонской горчицей тоже, чередую. Сейчас добавим кукурузки. Так, жидкость солью сейчас. Так, ну все, хватит. Эту кукурузу Ибрагим слопает. Хорошо, когда все-таки есть, друзья, ну вот такие вот вещи в холодильнике. Раньше, конечно, я всегда про запас покупала, но какое-то время у меня этого не получалось. Теперь понемножку стала брать, ну, баночки 2, когда пойду в магазин куплю. Если даже не собираюсь что-то готовить, пусть стоит. Вдруг там быстренько там кто-то придет в гости или еще что-то. В любое время можно хотя бы приготовить капустный салат. Добавив горошек, кукурузу, уже будет как-то оригинальнее. Все, и теперь нам нужно еще немножко для вкуса, как бы чесночок. Ну, 2 будет много, добавлю 1. Потому что головка очень большая. Маленько нарежем. У меня были небольшие технические неполадки с моим, можно сказать, с ютубом. Немножко побывала на нервах. Но, по-моему, сейчас мы уже проблему решили. Неправильно заполнили налоговую декларацию. И никак не могли исправить. Но вроде бы вчера пришел ответ, одобрено. Так что все нормально. Так. Немножко поперчим. Суп я не перчила, потому что малыши у меня тут. Мы будем перчить его уже каждый у себя как бы. Так, посолю. И добавим растительного масла. Со свеклой чеснок очень хорошо сочетается. В принципе, со свеклой вы знаете, что много чего сочетается. Можно даже просто свеклу, там, без картошки, даже просто свекла и селедочка тоже хотела я сегодня сделать, но селедка как-то сегодня
не пойдет у нас как бы. Так, вот. Есть у меня немножко свежей зелени петрушки. Добавлю петрушечку. Так, ну и все, быстро наш обед как бы готов. Сейчас попробую. Друзья, очень вкусно, попробуйте. Быстро, экономно, полезно и вкусно. Ну, а теперь я решила все-таки сделать еще к обеду пирожки. Скоро Мадина тоже подойдет. Ибрагим не пришел еще. У меня в холодильнике лежало тесто, поэтому замешивать не буду. Вы знаете, что у меня практически всегда есть тесто. Вот оно немножко холодное, поэтому... Не немножко холодное, оно хорошо холодное, поэтому вот такое твердое. Ну ничего, сейчас я просто на шаричке сделаю, немножко оно полежит. И будем делать с творогом пирожки. Творог, значит, у меня просто соленый. И я добавила туда еще яйцо. Ну, тоже со вчерашнего дня. И тесто, и творог со вчерашнего дня. Дело в том, что практически каждый день что-то, да, из муки я все равно делаю. Потому что, ну, мне удобно. У меня дома мужчин много. Они это любят. Вот, иногда утром делаю, иногда вечером, когда как. Так, вот немножко оно полежит. Так оно тесто не такое упругое, вы не думайте. Просто оно очень холодное. Что с тобой там, Аишечка? Аишка смотрит мультики. Я просто сказала, чтобы она убавила звук. Мухаммед заснул у бабушки. Вроде бы Мадина говорила, что он пока не будет спать. Я поэтому-то и супчик стала быстро варить. Думаю, покормлю его, а потом уложу. Но, видимо, он там у бабушки разморился. Тепло у нее в комнате. И уснул. Ну ничего, проснется, покормим. Так к этому времени, наверное, и Мадина вернется. Там она не будет очень долго. Сейчас у нас вообще, в принципе, даже не заходят в дом в целях безопасности ковида, как бы. Ой-ой-ой, Аишка кашляет. Ты опять кашляешь, да, Аишка? Эти простуды в этом году. Так, как видите, немножко тесто у меня серое, потому что попадал воздух, я не плотно закрыла крышку, но это ничего страшного, это сода, это бывает. Ну, пусть немножечко полежит, согреется, оно очень холодное. Будем делать пирожки к чаю. Так, друзья, долго ждать, пока хорошенечко разогреется тесто, мне некогда. Минут 15-20 нужно его заранее вытащить из холодильника, чтобы что-то из него приготовить, чтобы оно было не очень холодным, поэтому... Так, а я не буду ждать, если честно, ничего страшного нет, если даже оно еще немножко такое, тем более для пирожков ничего страшного. Ну, все. Я люблю немножко пирожки раскатывать каталкой. У меня есть вот такая вот маленькая Аишкина каталочка. Ну, когда тесто особенно холодное, оно же не очень-то хочет расходиться. Поэтому я немножко раскатаю Аишкиной каталкой. Масло я поставила греть. Мадина у меня любит с творогом что-то. И лепешки с творогом любит, и пирожки с творогом любит.
На днях обещалась Танзила приехать, не знаю, когда приедет. В тот день, когда была Мадина, она не смогла приехать. Они очень хотели, конечно, побыть вместе, но не получилось. Обещается на днях приехать. Поставила масло разогревать. Еще чуть-чуть подождем. Вот видите, что я пораньше сделала, оно уже мягче становится. Ничего. Смотрим, как получится из холодного теста. Аишка уже ест суп потихонечку. Она проголодалась и что-то зевает. Хочет спать, надо быстро уложить уже. Сейчас быстренько пирожочки сделаю, доделаю. И уложу ее спать. Я даже не знаю, укладывать. Нет, Мадина сразу поедет домой. Я даже не в курсе. Боюсь даже укладывать ее, если честно. Так. Слово «паразит», если честно, что-то меня сегодня взял вверх, да? Как и друзья. Аишка, видишь, бабушка твоей каталкой катает пирожки. Вкусный суп? Да? Ну скажи «да». Ты чего киваешь? Все, потихоньку начинаем жарить. Поставила небольшую сковороду, чтобы успевала сразу лепить. Так, пришла моя щепа. Как вы знаете, мне нужно попробовать еще раз коптильню свою, посмотреть, как она коптит. Надо еще и... Что-то у меня сегодня сын говорит: мама, сделай эту тушенку, чтобы я на работу с собой брал. Надо будет и тушенку еще сделать. Делов очень много. А я немножко как бы разленилась. Что-то вчера вообще ничего не хотела делать. Иногда и такое бывает. Танзила мне жалуется: мама, ты не делаешь заморозки, полуфабрикаты, клиенты скоро начнут наши уходить. Так что, друзья, вы мне говорите, что я трудяшка, а я разленилась. Надо уже брать себя в руки, как бы. И этот ремонт меня еще немножко нервирует, что никак не закончится. Не высыхает угол этой стены. Плитку поставили вчера. Да с нашей энергией и плитка не тянет. И представляете, у меня еще и без стабилизатора мальчики включили бойлер в ванной. Не знаю, что там случилось, но он воду не греет. Надо будет отвезти в ремонт. К сожалению, мы покупали его в таком кустарном магазине. Этой у нас нету. Как ее? Гарантии нету. Поэтому с бесплатным ремонтом как бы мы пролетаем. Ну, Аська зевает, так спать хочет. Давай доедай суп, бабушка, Аюжики. Вот, девчонки, вот такие, друзья, получаются пирожки из холодного теста. Так, ну вот, друзья, пирожки
Посмотрите, какие они мягкие получились. Видите? Любой из них очень мягкий. Сейчас будем обедать. Так, ну вот, друзья, вот такой вот незамысловатый как бы обед у нас получился. Из того, что было, как говорится, ничего сложного, не затратно, минимум мяса как бы. И вот такой вот вкусный супчик рисовый. И для детей, и хоть для кого. Вот. Были только ребрышки куриные, но тем не менее супчик наваристый, вкусный. Салатик тоже очень вкусный. Ну и пирожки к чаю. Не обязательно же сладкое к чаю. Пирожки с творогом. Все. Теперь покормлю малышей. И скорее всего уже и Мадина подъедет. Вот так вот, друзья. Готовьте для своей семьи. Ну вот, а сейчас я буду делать масло. Вот у меня столько сметаны, оно уже почти масло как бы. Мадина приехала, детей забрала, я успела их только покормить. Она не была долго, но, как я сказала, 2-3 часа только. Перемыла вот посуду свою, покормила маму, сама поела, дети поели. И теперь буду делать масло. Так, ну вот, друзья, довольно-таки быстро взбилась наша сметана, потому что она была очень густая. Тут нет почти пахты. Видите, то чуть-чуть только пахта. Вот. Ну, сейчас я это освобожу. Переложу в холодную воду. Ну вот, друзья, как видите, вот столечко масла у меня получилось. Ну, этого мало, конечно, но чтобы не пропала сметана, если долго будет стоять, уже будет не то. Я его сейчас поставлю перетапливаться. И вот так вот понемножечку для лепешек у меня будет копиться как бы топленое масло. Но сегодня я не буду показывать, как я его топлю. Может быть, если я поснимаю, скорее всего, даже сниму, хоть его и мало, как перетопить. Может быть, кому-то интересно, но это будет в следующем ролике, друзья. У нас сейчас почему-то отключили Wi-Fi. Я боюсь, что мой ролик и сегодня не пойдет. Мне его еще надо смонтировать, вернее, не мне, а Ибрагиму смонтировать. И пока он запустится в YouTube, я не знаю, с мобильной связью вряд ли сегодня. Так что, может быть, это будет уже только завтра. Сегодня 25-е, по-моему, да, 25-е сегодня. Да, 25-е. Но если выйдет сегодня ролик, значит он сегодняшний. Если завтра, то вы поймете, что это вчерашний. Вот так вот, друзья. На этом я свой сегодняшний день с вами закончу. Еще раз хочу вас поблагодарить всех за ваши комментарии, за ваши подписки, за ваши лайки. Огромное-огромное вам спасибо. Будем стараться как-то усовершенствоваться еще. Если есть какие-то моменты, которые вам не нравятся, или моменты, какие бы вы хотели, пишите, пожалуйста. У меня есть там несколько вопросов, которых я специально пока не отвечаю. Буду лепить вареники, пельмени, что-то такое, и буду потихонечку отвечать. Накопились некоторые вопросы насчет именно вот свадебных разных вещей, так что мы с вами поговорим. Всем вам желаю здоровья, счастья, мира и благоденствия. Всех благ вам. Ну вот как-то так у нас сегодня.